Acayip kalabalık. Üçüncü этаж. Til басқармасы ма? Она же, да, известный стал. Матершинник за Макима. Матершинник за Макима. Ага. Агажаева Асем Борисовна. Шлемова. Шлемова. Руководитель аппарата Маслихата. Шлемова, Козина. Руководитель организационно-правового дела. Козина Александра. Шлемова Яна. Нужно. Какой-то аппарат? Евгения нужно. Два аппарата стоит. А вот дверь открыта в том числе. Ну, сюда надо аппарат, да? Что там свет, там тихо? Я не знаю, что слышите? Какая-то сигнализация. Ну, чуть-чуть, да. Нужных Евгения Сергеевна, председатель Ридовского городского маслихата. Булатова Татьяна, отдел организационно-правовой работы акимата. Приемная, аппарат маслихата. Рабочее место. Рабочее время. Никого не можем найти, в общем, в акимате. Саламатсва. Нужных, ну, Евгения Сергеевна, да? Ридерский городской маслихат. Титарева Юлия Владимировна. Депутатом была, как Попов. Нужных дегеннов, кстати. Саламатсва. Депутатом тоже была. Мен балалар қаласынан келдім, блогерсіз. Кішкене сұрақтарым қойым керек. Қалай басы? К сожалению, я не могу, не понимаю вас. Вам какой-то вопрос нужно задать? Переводчика требуется? Жоқсыз, мемлекеттік тіл білмейді. Мы маслихат, местный государственный орган местного самоуправления, где наравне с государственным языком используется и русский язык. А енді қазақ тіліне қалай? Енді сіз қабылдай алмайсыз ба? Давайте я приглашу сейчас переводчика. Подождете? 5 минут. Жоқ, мен күтпеймін. Тек осы кісімен сөйлегім келеді. Аудармашы қажет емес. Но кісі білмейді. Дәлелді. Жаңағы ағамыз айтқан сөздер. Вы не знаете казахский язык, получается? Я его только изучаю еще. А почему только изучаете? Вы же занимаете должность целого председателя городского маслихата города Рига. Почему вы не умеете государственный язык? Эту должность я получила путем выбора депутата. Это разве изучение госязыка не является для вас обязанностью? Обязанностью. Обязанностью. Возможно, оно и является, но я почему на вы данный не момент выполняете его еще изучаю. Почему вы не выполняете 17 лет? Вы что хотите мне предъявить? Вообще, для начала, вот смотрите. Я хочу узнать, вы пришли по какому-то вопросу от жителей города, вы являетесь жителями города? Нет, мы не можем прийти. Тогда я вам ничем не обязана, я обязана жителям города. То есть жители другого города? Я обязана жителям города, которые меня выбрали. Своим избирателям. А жителей других городов вы не принимаете, правильно я понимаю вас? Я могу вас принять, могу с вами побеседовать. Можете не принять. Если вы хотите что-то путевое сказать, я смогу с вами побеседовать. А если вы пришли сюда меня скомпрометировать, то я с вами беседовать не буду. Признание казахского языка это компрометирует вас? Вы вот сейчас меня записываете, я давала свое разрешение себя записывать? Вы же на должности, вы же на рабочем месте. Да? Ну вот я и спрашиваю, вот вы меня записываете для чего? Подождите, вы... Для чего? Подождите, давайте так, вы получаете зарплату? Вы говорите, мы не видим. Я получаю. Да. Вы зарплату получаете из казны государства? Да. Из наших налогов. Всё. Я плачу налоги, я имею право прийти к вам. Я налогоплательщик. Хорошо. Я нанял вас на работу, хоть я и не гражданин этого города. Хорошо. Вот и Хорошо. всё. Я и говорю, вы Так вопрос я какой-то хотите Я задать? как, смотрите, Касательно- как ваш работодатель, наниматель, я хочу, чтобы вы со мной на госязыке разговаривали, понимаете? Меня не устраивает то, что люди, которые вас наняли на эту работу,
не могут получить Я вам, услуги на должном я вам уровне. еще раз говорю, если вам требуется, чтобы с вами поговорили на государственном языке, я приглашу человека, который с Переводчик вами не пойдет, надо, поговорит. чтобы вы разговаривали. Ладно, мы за то, чтобы вы лично и другие должностные лица, которым мы платим деньги, налогоплательщики, владели государственным языком. Объясните, ладно, у вас Просто в каждый переводчик, кабинет мы у вас зайдем, переводчик переводчиков не специально, хватит. подождите, у вас переводчик специально стоит на штате, чтобы обеспечить вам переводы? Нет, у нас нет. А как тогда? Как тогда он переводит? Как он переводит? Ну, я приглашу человека, который владеет государственным языком, и он поговорит с вами. Все хорошо. же не документы Тоқтаға мектеп переводить туралы надо. сұрап алайық. Хорошо. Неге ауыстырып Вот у нас такой вопрос, смотрите. Хорошо. Я могу вас пригласить, зайдите? Пойдемте зайдем. Пойдемте. Ну, потому что вы не владеете, да? Нарушение основ государства. Я вам еще раз хочу сказать. Хорошо, ладно, мы разобрались, что вы не знаете госязык. Вы не знаете. Все, хорошо. Наравне. Вопрос Тогда закрыт. еще раз не буду просто больше-напросто говорить, что это нарушение. Смотрите, это нарушение, вы не знаете госязык. Давайте так. Это не нарушение. Мы хотим узнать, ладно, перейдем дальше, да, то есть насчет того, что у вас творится в городе вообще с школами, вернее, школами на госязыке. Расскажите нам обстановку, ситуацию. А что с ней творится? Почему документация, которая изначально шла для школы Шанрак, поменялось название? Убрали Шанрак название. И она стала общеобразовательной русско-казахской школой. Смешно. Она не Да. стала общеобразовательной казахской школой, она как и есть у нас школа Шанрак, так и есть школа Шанрак. Нет, но вот строительство новой школы, номер 11, которая вот в 2021 году, она без лицензии 1 год работала. Мгм. На каком основании она работала 1 год, во-первых. Потом, изначально, с 2008 года, когда земля выделялась, было постановление, оно у нас на руках есть, которое было целевое назначение, земля под строительство школы Шанрах на 600 мест. Мгм. Все это дело шло для школы Шанрах, потом, когда деньги выделились, все это дело шло Шанрах, а потом, когда уже дело подошло к сдаче, каким-то интересным образом она перестала называться школой Шанрах и стала школой смешанного типа. Вот этот вопрос у нас в республике очень остро стоит сейчас. Вы откуда вообще? Можно я узнаю вообще? Это откуда важно? вы приехали? Это Нет, важно, мне интересно. Мы с Казахстана. узнать. Мы граждане Казахстана. Я Да. с города Павлодара, с города Алматы. Хорошо. Все, вы знаете. Хорошо, очень приятно, что по всему Казахстану очень стало интересно. Конечно. Да. Я так думаю, вы проштудировали очень много документов Мы И не всё. обязаны. И Перелопатили все. и всего, что есть. И я так думаю, что если вы грамотно знаете предоставление государственных услуг, то целевое назначение, выделение земельного участка под целевое назначение, там не прописывается ни номер школы, когда выделяется земельный участок под строительство школы, Там ни номер черным школы. по белому написано Нет. Шанрак. Это было ошибочно. Как ошибочно? Вот Как так. ошибочно? Хорошо, кто Кем? допустил эту ошибку? Да. По чьей вине это? А, Кто виноват? Ну, я так думаю, на тот момент, кто исполнял, кто руководил отделом земельных отношений. Кто руководил? Я не могу сказать, кто на тот момент. Я не работала в 2008 году. Мгм. Я не могу на тот момент вам сказать, кто... Хорошо, ладно, давайте так. Какая сейчас ситуация вообще? Вот старую школу Шанрак сейчас закрыли, правильно? Или Её в не ней закрыли. идет ремонт? Или что Её не происходит? закрыли. Насколько я знаю, я на прошлой неделе посещала эти два здания школы Шанрак. Они не закрыты, кабинеты в них опечатаны, потому что там находится оборудование школы. Мгм. Кабинеты опечатаны, в школе присутствует охрана, Кутерброс. и они не закрыты совсем. Там находится охрана, и кабинеты все опечатаны. Мгм. По решению комиссии, к сожалению, не знаю какой комиссии, скорее всего областной комиссии, которая независимая ли комиссия была проведена, было принято решение, что этим двум зданиям требуется локальный ремонт. Мгм. И было принято решение руководством области, в соответствии и руководством отдела образования города, было принято постановление или решение, я сейчас точно вам приказ, что необходимо детей на сегодняшний день разместить в другой школе, а эти данные два здания
отдать под локальный ремонт, как написано в... Нет, смотрите, вот комиссии. локальный ремонт, ладно, да, будет, да, там делаться. Вот, как говорится, хоть сколько бабушку не наряжай, она девушка не будет. Прекрасно. я Правильно же? понимаю, Вот да. это здание 1938 года. Мгм. Вот сами представляете, да, какие условия там? Внизу как вода бежала, везде это... Я была там. Видели, да? Ну, я видела, да. Вот Есть она- худшие здания. Вот, это да. еще не совсем И худшая школа. получается, единственная школа на государственном языке, она почему-то вот в таком здании находится, и в два разбитых, два корпуса, которые еще между ними большая дорога. Мальчика сбила машина, помните, да? Я Вся знаю, эта да. ситуация. Вот эта школа изначально для Шанраха шла и по всем документам. Вот только последний документ, который в 2021 году, когда перед тем, как ее дать в эксплуатацию, она сказочным образом стала школой русскоязычной и казахскоязычной школой. Ну, Смешанного типа, да. Смешанного типа, Да. да. Вот эту кашу кто наварил и кто должен за это отвечать? Вот как вы думаете? Я вам, знаете, как сказать, я не судья же, правильно? Но я так думаю, что если руководство области у нас на сегодняшний день, мы в городе, образование у нас подчиняется в область. Да. На местном исполнительном уровне у нас нет подчинения сейчас к нам образования, как ранее это было. Ну, я думаю, что руководство области порешало, что это будет наилучший выход, потому что на тот момент они посмотрели, насколько были загружены и строятся новые микрорайоны у нас там, что там была необходимость такая сделать школу. Нет, ну кто вот это решение принял? Кто подписал вот это постановление? По-моему, аким области. Даниил Ахметов был, да? Да, по-моему, если я не ошибаюсь. По-моему, аким области подписал приказ, приказ это, скорее всего, называется, а может, постановление, как это будет школа называться и какую функциональную обязанность, что это будет смешанная школа, принимал аким области. Интересно, да? Вот так. Ну, он же обстановкой не владеет на местах, что 10 русских. А это же должен был вообще аким города делать? Ну, я думаю, Да? согласование То есть городской проходило. должен быть? Я думаю, Для чего что это здесь аким города? согласование, Она перейдет, если что-то. если вам, ну, я думаю, молодые люди, мы уже... Қарындас, кешіріңіз, сізге ақша төлемеу үшін, аудармаушы үшін. Просто сіздерге Сіз қандай же лауазымда отырсыз? мен экономикада. Экономика. Она экономист, она не переводчик. У Кстати, нее нет сертификата, она не имеет Конечно, права нет переводить, сертификата. заниматься этой деятельностью. Ну, давайте Вы оплачиваете ей за это дополнительную Нет, сумму? это- Ну и все, это- мы не будем с вами просто разговаривать. С работы наша выдернули просьба. вообще. Кешіріңіз, қарындас, сізбен сөйлеспейміз. Спасибо. Иә. Спасибо. Нам надо, чтобы именно, вот я вам как гражданин Казахстана скажу, я лично мое требование, чтобы люди на местах, которые занимают должности, невзирая на этническое происхождение и так далее, или религиозные убеждения, владели государственным языком, а это казахский язык, и он единственный. Наравне русский используется, пожалуйста. Пришла к вам русскоязычная женщина или мужчина, пожалуйста, разговаривайте. Никто вам за это ничего не говорит, препятствий никто не ставит. Но если приходят граждане, только владеющие государственным языком, вы обязаны все владеть на местах госязыком, понимаете? Я с вами абсолютно согласна, Вот и что всё, мы отлично. Так, с одного, должны с другого владеть отдела вообще. государственным языком. Акимата. Я человека с вами согласна, дергать. что люди должны владеть государственным языком. Вы ее сейчас от Но работы на не хочу сегодняшний отвлекать, день она должна ваше заниматься обвинение экономическим. ко мне неправильно. Это вообще маслихат. Меня Она вообще выбрало муниципалитета население, города. я Две депутат. разные структуры. Нет, там дело не в Меня депутате. выбрало население. Там в Конституции написано, да? В государственных органах и органах местного Местного самоуправления самоуправления. наравне Наравне, используется, да. да? Наравне Государственный русский язык, да. языком Но используется То есть и- вы можете на то- русском разговаривать. То есть, Да. нет, Принимать. Кто за это принимать. будет, да. А если Конечно. Государственное обязательно. Конечно, но так я же вам и говорю. Что вы Если вам учите? требуется услуга или поговорить Я со могу мной, бухгалтера, да, обычно Акимата я государственные услуги, как наш орган, государственные услуги не оказывает. Мы принимаем Не граждан. оказывают и что? По-другому Мы это принимаем- называется. Обращение тогда называйте это, если вам услуги не нравятся. Что это вы обращение это есть обработка Обращение. услуг. Это обращение. Ведь Сервис. государственные услуги Сервис. это чисто регламентированная часть по регламенту, которая предоставляется. Вам люди обращаются. Мы обращение рассматриваем. Я вам об этом говорю, если вам слово Вот. не понравилось, я вам обращение тогда правильное слово применю. Вот я вам и говорю, все. что Обращение на казахском если языке вам должно требуется рассматриваться на обращение казахском языке. государственном На месте. языке, Но я не так могу через пригласить переводчика. Не Почему? дискриминировать человека на языковой Дайте почве, я вам понимаете? чисто юридически объясню, смотрите. Извините, пожалуйста.
Вот смотрите, если бы государство предусматривало бы все эти моменты, у вас был бы штатный переводчик, за который государство выделяло бы бюджет, понимаете, деньги. То есть вы не владеете, да, а создается лазейка, вы приглашаете переводчика, он на законном основании при предоставлении сертификата, правильно, того, что он не обманет вас и нас, да, он предоставляет, либо она. Но государство эти моменты почему не предусматривает? Для того, чтобы... Вот вы сейчас просто отвлекаете, допустим, девушку от работы, она занимается своей работой, бухгалтером, да. Она тратит свое время. Кстати, просто она в декретном отпуске. То есть у вас есть штат переводчик? У нас есть, ну они сейчас не переводчики называются. То есть с нашего кармана мы еще платим вам переводчика. Редактор чем занимается? Редактор редактирует текст, правильно? Проверяет ошибки. Конечно. Но он не занимается устным вами, переводом, он не обязан с вами сидеть, да, и переводить вас. Вы должны это признать. Вы должны нарушаете признать, да, что закон. вы нарушили. И вы, ну реально, все это видят, онлайн идет, люди смотрят. Если бы посольство Франции были... Мы ничего не имеем против вас лично, вы поймите. Хорошо. Но мы требуем, чтобы везде нас обслуживали и предоставляли информацию. Хорошо, вы правильно требуете, это полное законное право. Это хорошо, что вы признали. Вот за это я вас буду больше уважать. Да, и ну, лучше говорю, вас нападать вот так вот резко, не нападали, не я нападали. считаю, что это неправильно. Не нападать. Нападать это... Прийти поговорить это одно, прийти рассказать. Мы прекрасно понимаем. Вы думаете, что вы вот придя и вот с таким напором что-то измените? Вот прям я взяла и заговорила на государственном языке прямо вот сейчас. Поставить человека, который знает госязык. либо вы заговорите на госязыке, либо будет здесь человек, который заговорит на госязыке. Все. Неважно, какой нации. Да. Неважно нация, происхождение, пол. Я прекрасно это понимаю. Да? У нас каждые 5 лет депутаты избираются, и это все. Это хорошее качество, то, что вы признаете ошибки. Нет, вот до этого женщина Самоната, она не признала свою ошибку никак. Вы признали, это хорошо. Я сожалею, что я до сих пор не знаю. Это хорошо, да, это хорошо. Я об этом сам. Но это лично я вот сама лично как человек, я об этом сожалею. Но на сегодняшний день, изучая государственный язык, к сожалению, я еще на нем разговаривать не могу. Документы читаю, да, читаю. Понимать, понимаю, о чем документ. А, к сожалению, еще разговаривать на нем, ну, у меня есть свои причины, почему это у нас здесь не происходит. Потому что у нас очень слабая языковая среда. Смотрите, я сам с Павлодара. Я учился на русском языке в школе, в университете, полностью. У меня то же самое языковая среда вокруг, на русском общается в Павлодаре. Понимаете? Но я захотел, я даже не занимаю никакую должность, да? Я просто сам, как гражданин Казахстана, я понял, что я должен и обязан знать госязык. Тем более это в статье 4 закона о языках прописано. Долгом. Да, долгом является. Поэтому я взял его, просто изучил на обычном бытовом уровне. Ну, сейчас уже уровень вырос. Вот. Поэтому я могу спокойно изъясняться, разговаривать с людьми. Хотя я, например, не занимаю никакую должность. Еще раз повторяю. Вы занимаете должность, например. Сколько уже вы занимаете по времени? Ну, года еще нет. До этого вот вы же не сразу пришли, вы другие должности занимали, работали где-то в другом, в Акимате, да, где вы работали? Да, я занимала вот, пожалуйста, да. на государственной службе, вот, занимала то есть это не так произошло, да, то есть вы дома сидели, домохозяйкой, раз и стали депутатом. Да? Нет, вы занимали должности, и вы должны были к этому моменту прийти, то что рано или поздно придут ребята, девчата, я не знаю, хоть кто, и скажут вам, Казахстан суеле, понимаете, потому что это Казахстан, времена поменялись, понимаете. Мы понимаем, что при Советском Союзе была другая система, но сейчас Казахстан, и дальше будет больше. Да. Прекрасно, госязык, да, госязык. И прекрасно, и абсолютно с вами согласна. Это хорошо. Абсолютно. За это вам респект и уважение, абсолютно, что вы признаете согласна. свои ошибки. Да. Я как бы, ну я не считаю это ошибкой, я просто стараюсь изучать язык. И вы не подумайте, что вы первый человек или там последний, к которому вы пришли. Да, я также зам акима города Павлодар, Гладышева Светлана, если не ошибаюсь, разговаривал. То же самое подходил. Я много кому подходил, начиная с магазинов, заканчивая акиматом. Вот именно, знаете, когда вот мы сейчас зайдем в магазин, да, тетя Валя, например, и тетя Валя скажет, а что вы ко мне хотите? Они там в акимате, в маслихате, да? Так же они говорят. Они там в маслихате, в аманате не могут говорить. И они, получается, правы. Что мы можем требовать с обычных рядовых граждан, когда у нас вот должностные люди? Конечно, конечно, я же вам к этому веду, понимаете? Абсолютно. Сколько депутатов на государственном языке разговаривать у нас? Да. У нас сколько депутатов? В Астане. Знаете же? В Астане, к сожалению, не знаю. Она не обязана знаю, да, я просто но знаю вот своих депутатов. Ну хорошо, ладно. Потом... Напомните имя, пожалуйста, ваше, я просто забыл. Евгения Сергеевна. Евгения Сергеевна, давайте так договоримся, да? Вот только что мы в Аманате вы спросили, да, у женщины, которая, сколько ей времени надо на изучение, да? Полгода она сказала. Сколько вам времени надо для того, чтобы, если к вам придут люди, свободно, то есть на бытовом уровне поговорить?
Люпельвас. Скажите, пожалуйста. Ну, вот сегодня было у нас совещание, проводили с нашим языковым центром по изучению языков. Вот буквально я вот оттуда пришла. И Вот видите, да, как Бог нас свел сегодня. Да, я оттуда пришла. Они начинают у нас с октября месяца и занятия по изучению государственного языка. И у них курс длится 8 месяцев. 8 месяцев. 8 Все. месяцев. Через 8 месяцев либо мы, либо кто-то другой придет к вам, и вы будете говорить на казахском, правильно? Беседовать. Приходите, попробуем. Нет, потом, смотрите, по школе, что там решается, какие там идет продвижение, что будет, Ну, как да. будет. Потому что два юридических организации в одном Я это тоже здании прекрасно не понимаю, уживется и я никак. очень этому, как бы сказать, не очень, как сказать, отношение к этому не очень хорошее, потому что там не только два юридических лица, что там проблемы у, скажем, у учителей, да? Педагогический коллектив, да. У педагогического коллектива. Там, к сожалению, еще задействованы и предприниматели, которые обслуживают. Да, столовая есть да, там, да. и предприниматели, которые обслуживают. Потом коммунальные детей. услуги есть. Да. Как делить все вот это, да. очень сложный процесс, поэтому на сегодняшний день мы создали, вот почему мы посещаем школы сейчас, ну мы все посещаем в городе школы, хоть они и не в ведомстве местного города, а областного, мы сейчас как депутаты посещаем. Естественно, необходимо прийти к какому-то решению, потому что на сегодняшний день то, что требуется ремонта, то, что идет начало, вот на сегодняшний день у нас еще пытается построиться школа рядом именно с 11-й школой, выделен земельный участок, сейчас к нему... Проект сметной документации нету? Проектно-сметная документация есть, проект есть, привязка идет. Привязка к местности. Да, привязка к местности. Вот на сегодняшний день, насколько я знаю, идет привязка к местности, чтобы построить школу рядом еще с 11-го, Поясню 5-й потом. микрорайон. Цель нашего приезда поясню. Сейчас Вообще, пусть она договорит. в другом Казахстане, ну, в принципе, договорили. В Казахстане как думают на вот эту ситуацию в Гридере? Что вы тут вообще большинством, волевым решением большинства закрыли последнюю казахскую школу, понимаете? Я видела вот эти репортажи. Вот так, да. Ну, школа-то не закрыта. Вот это вот человек Да. людям скажите. Вообще они Школа-то не закрыта, она продолжает функционировать. Да, на сегодняшний день в связи с обстановкой в данных двух зданиях было принято решение детей и педагогический коллектив перевести на сегодняшний день, да. На время ремонта. На время ремонта. Единственная школа, которая могла это себе позволить, это, к сожалению, новая, там наполняемость не было. Единственная 11-я школа, потому что все остальные переполнены. Там наполняемость не полная была еще, да. Такого же, как и другие. У вас сколько новых школ вот таких вот? Одна. Вот это одна. За 30, А за 40 остальные лет школы тоже построена. в старом состоянии находятся? Какие-то... Нет, у нас есть школы, 70-х, наверное, последний год строительства. 70-й, может быть, 80-й последний год строительства. Это у нас 3-я школа. 3-я, вот она, 2-я, они более-менее, такие более... Короче, я вам просто хочу донести мысль, да? Наш народ очень возмущен. Вообще очень сильно возмущен той ситуацией, которая происходит у вас здесь. Я понимаю, да, у вас здесь свои взгляды, там что-то говорите, да, но в целом вот Ридер показал себя очень с такой отрицательной стороны, знаете, с такой казахофобской стороны, понимаете? Ну, то, что... очень плохо. Подожди, это очень плохо, да. Но Очень, в этом виноват не я, не он. Это виноваты. представление. Извините, да, вот, это виноваты все вы здесь, вот администрация города, которые вот допустили то, что вообще единственная казахская... Я понимаю, ладно, казахов там, да, вот, говорят мало, хорошо. Но это самая страшная, я извиняюсь, конченая школа. Даже я думаю, что ремонт, он не даст такого положительного эффекта. Просто это дело принципа, да, вот решили все-таки детям построить школу, и она стала там смешанной. И вот в итоге вот так вот обращения идут, да, люди недовольны. Весь Казахстан шумит насчет этого, понимаете? Недовольство населения очень сильное. Республика. Очень сильное недовольство. Люди недовольны, понимаете? Я лично, потому что я недовольный, я вот приехал к вам сегодня сюда, и вот сегодня с вами, и вот с другими вот представителями беседуем, разговариваем. Но все-таки не буду опять возвращаться к сказанному. Я бы хотел говорить на казахском. Понимаете? Это мой родной язык, и это государственный язык. Но, к сожалению, вы не владеете. Поэтому какой выход из ситуации? Вот давайте я передам вам мнение вот нашего народа. Вот этих детей, вот как изначально школа строилась, вот, и эта школа должна чисто стать только вот чисто на казахском языке, не смешанная. И она должна полностью по праву им принадлежать. То есть не то, что им принадлежит, они должны там учиться. Далее, вот эту школу, которая идет ремонт, раз она такая старая, наверное, надо там какой-то есть срок, да, вот здания, да, эксплуатации здания.
ее, наверное, вообще надо тогда снести, возможно. да, потому что вдруг, не дай бог, Кого-нибудь. Боже упаси, как Да. говорится, завтра потолок обвалится. Нет, А это жизнь. естественно. А самое ценное в Это этом в Казахстане, в жизни, в нашей стране, это жизнь человека. Поэтому, мы обеспокоены, мы очень злы насчет этого, понимаете, мы должны знать. Ну, В общем, новую школу делать казахской, Да, а вот ту, в общем, чисто ликвидировать, казахскую да, школу, под да. снос. Вот такие, в А общем. вот этих детей, я не знаю, просто я весь не распределить. принимаю таких Ну, решений. обращение Да, мы приняли. Нет, вы понимаете, мы Обращение, это да. видео выложим, да, просто это не только Обращение. лично вот одной вам адресуется. Да. Это адресуется вообще полностью администрации вашего города. Области. Области, да. И чтобы вышестоящее руководство, которое находится в городе Астана, приняли, я не знаю, какие-то тоже меры через нас, вот, и народ это видит. Мы будем создавать петиции, мы будем дальше работать в этом направлении, пока не добьемся того, что хотим по справедливости, понимаете? Это просто Нет. по справедливости. Если Да, бы изначально, изначально да. Шанрах там не было написано бы, да? Никто бы, Казахская может, и не школа. спорил бы. Изначально, наверное, получается, прямо, делали вывеску прямо, на Шанрах, прямо, прямо на 600 мест, там все расписано, постановление, все у нас есть. Потом Я вот это абсолютно с вами последнее согласна, постановление, да, когда в чем убрали возникла все, да. проблема. Да, обещали и не сделали, так не бывает. Я абсолютно с вами согласна. Я также и согласна с теми доводами, что школу у нас новую начали просить именно Шанрах. Шанрах. Это, да, было лет 20. В 2008 году Да, лет 20. Нет, в 2008 году это уже было постановление вышло. постановление, Да, да, да. а они до этого разрабатывали, да, и просили, и как бы... Там директор школы Сауляпай была еще тогда, еще, да. Да, Вот. да, да, да. Она уже давно на пенсии, уже Да, в да, школу просто не- вы же так- сами понимаете, что если бы у нас в городе, ну хотя бы раз в десятилетие строилась школа, да, хотя бы раз в десятилетие, может быть, таких бы ситуаций и не возникало бы. Хорошо, ясно. Никогда и нигде. Вот А вот теперь здесь всех просто волнует так такой вопрос, получилось. вот у вас есть, всеми известна же всему Казахстану Асем Борисовна, да? Заместитель Акима. Да, которая очень так неплохо прославилась на всю страну. Вы можете, всем интересно, где она сейчас, что с ней происходит? Я не могу это прокомментировать. Заболела, говорят, или что? Вот. Я не могу это Вы не прокомментировать, потому что я ее сегодня не видела, и к сожалению, У нее я кабинет целый здесь, да, день получается? занята на У совещании. вас с Акиматом Да. одно здание? Мы арендуем у Акимата эти помещения. То есть мы сейчас можем, да, наверное, записаться на прием к зам Акима или Акиму, если есть возможность? Здесь же, да? Да, на втором этаже. На втором На этаже. втором Внизу, этаже, прям? да, там Ага. есть приемная, вам туда. Ну все тогда далеко Но идти не надо. видеообращение вы приняли, да, от нас? Нет, хорошо, Видеообращение я от вас вообще, понимаете, хорошо, что вы признали, да. Отлично. Школы. По поводу 11. Остановление на казахском языке. Все, ладно. До свидания. Всего До доброго. свидания. Справедливо будет. Обязательно. До Я свидания. уже его 8 изучаю. месяцев, и мы здесь. Хорошо. До свидания. Каждый месяц будем сюда ездить. Каждый месяц будем сюда ездить для Идет. проверки. Что, пора великий? Айда. Че, бара велик болғанда Жоқ, екінші. Акым орынбасарына керек